Вилюйская библиотека берет свое начало с 1898 года с открытия первой и единственной в округе бесплатной народной библиотеки и является одной из старейших библиотек республики. В 2021 году библиотека переехала в новое двухэтажное каменное здание с современным техническим оснащением. В фонде библиотеки хранятся чудом уцелевшие, несмотря на разные перипетии, редкие дореволюционные издания, считающиеся гордостью вилюйчан. Среди этих энциклопедический словарь братьев Грант, первое издание, Всемирный настольный атлас Маркса, изданный 1910 года, собрание сочинений Достоевского, многие книги с экслибрисами, что свидетельствует о сегодняшней тесной связи с известными людьми того времени, купцов, чиновников, священнослужителей, таких как братьев Расторгуевы, Харитонов, Винокуров, Староватов, Терешкин и другие. Уникальностью являются и читатели. С самого детства, вероятно, был читателем Марк Николаевич Жирков, первый профессиональный композитор. Позже, будучи руководителем Народного оркестра, проводил музыкальные вечера в библиотеке. Другие знаменитые наши земляки, в их числе Николай Алексеевич Кондаков, Герой Советского Союза, народные писатели, мимо библиотеки не проходили. Мы находимся в районной детской библиотеке. Пользуясь случаем, мы выражаем огромную благодарность главе муниципального образования Вилюйский улус Винокурову Сергею Николаевичу. Основное направление работы деятельности нашей детской библиотеки – приобщение детей к чтению, популяризация литературы, при индивидуальных, групповых и массовых форм работы, патриотическое воспитание, экологическое воспитание, краеведение, здоровый образ жизни и так далее. Основная цель нашей библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте самообразования, приобщение детей к мировой и национальной культуре, пропаганда ценностей чтения и книги. Свою работу ведем в сотрудничестве с дошкольными учреждениями и школами города, с ПДН, Центром содействия семейному воспитанию. Сотрудничество детской библиотеки с различными организациями и учреждениями подтверждает востребованность библиотеки. В течение года охват детей составляет более 2500 с дошкольного возраста до 14 лет. В течение года по знаменательным юбилейным датам проводим массовые мероприятия, проводим мастер-классы по интересам детей. Для привлечения читателей мы используем разные формы и методы работы, организовываем экскурсии, библиотечные акции, флешмобы, квест-игры, проводим детские творческие конкурсы. Библиотекари сами готовим костюмы, декорации, придумываем различные игры. Ежегодно участвуем в республиканских акциях «Символы России», «Библия-сумерки», «Сила книги» по продвижению чтения. В акции «Символы России» в этом году участвовало из нашего улуса более 700 детей. Из них 2 заняли призовые вторые места. С работой детской библиотеки пользователи знакомятся в YouTube-канале и сайте библиотеки, Telegram-канале. Силами библиотекарей подготовлены по произведениям писателей мультфильмы. Было заключено соглашение с районной детской библиотекой для включения в тематическую коллекцию медиатеки Национальной библиотеки. Вот в этой просторной библиотеке стало много читателей. Читатели уже хотят заниматься, читать в комфортных условиях. И в дальнейшем перед работниками детской библиотеки стоит задача участвовать в проектах
национальном проекте «Культура России». В жизни каждого человека говорилось очень много. Вот действительно, сегодня представить современного человека без книги практически невозможно. Ведь книга сопровождает нас всю жизнь. Именно даже начиная с 1 класса, тот же букварь, та же азбука, это же тоже книга. И мы очень гордимся, вилючане, что наша Улусная библиотека является одной из старейших библиотек в нашей республике. И долгие годы, последние десятилетия, она находилась в старом, практически неприспособленном здании. Было очень холодно, и условия труда были очень сложными. И не раз коллектив библиотеки поднимал этот вопрос об улучшении условий труда. И наконец-то, начиная еще с прошлого года, мы начали работать по реализации и по решению этой проблемы. И в конце прошлого года мы открыли новый корпус нашей библиотеки. Буквально недавно мы открыли второй корпус, и второй корпус является уже молодежной библиотекой. Если в первом корпусе это библиотека для детей и взрослых, то второй корпус, он полностью передан молодежи. Там есть очень интересная комната отдыха и так далее. И я очень надеюсь, что с введением этой библиотеки, началом работы этой библиотеки, молодежь потянется в библиотеку, будет много читать, станет умнее, лучше. И я считаю, что сегодня, имея два таких новых здания, я считаю, что наша библиотека уже полностью соответствует всем нормативам нынешнего времени и будет работать еще лучше. Мы, как молодежь Вилюйского района, очень рады, что для нас открыли такую инновационную молодежную библиотеку с таким интересным дизайном. Я думаю, что молодежи города Вилюйска, Вилюйского района будет очень интересно приходить сюда, посидеть здесь, почитать очень интересные книги и проводить свое время с пользой. Нашей целью является стать информационной площадкой для активной и творческой молодежи нашего района. На базе библиотеки планируем создать клубы по интересам, провести разные лекции, тренинги. Будут предоставлены места для работы разных общественных объединений в Кавонкерс-центре. Для этого мы оснащены компьютерами и Wi-Fi зонами. В межпоселенческой централизованной библиотечной системе имени Ивана Михайловича Гоголева-Кындыл 24 библиотеки, из них 20 филиалов в сельских поселениях и одна библиотека в поселке Кызылсыр. В разные годы, начиная с 2009 года, созданы 6 модельных библиотек по республиканской программе: Чернышевской, Барагонской, Арылавской, Жемконской, Кедандинской и Первой Куляцкой. В этом году начинается сертификация модельных библиотек на соответствие модельному стандарту. Впредь хотелось бы внести создание муниципальных модельных библиотек. В начале июня состоялся форум по краеведческой работе, и в экспертной сессии сертификации муниципальных модельных библиотек приняли участие 2 работника филиала. Наши библиотекари работают по проектам и программам, соответствующим интересам читателей и населения, в том числе по изучению и сбору материалов по краеведческой работе.
Библиотеки-филиалы имеют страницы в сайте Центральной улусной библиотеки. Планируется создание сайтов в каждом филиале. После переезда на новые издания условия работы намного улучшились, возросло число посещений и книговыдача. Мы обслуживаем 24 библиотеки ЦБС, из них профилированных 3. Это детская районная библиотека, детский отдел Кызылсырской библиотеки и вот вновь открытая библиотека для молодежи. Основное финансирование у нас муниципальное, где-то 85,9% новых поступлений на средства местного финансирования. Ну и есть дополнительные источники поступления. Это обязательный экземпляр, это Национальная библиотека финансирует социально значимой литературой, учредитель оплачивает только транспортные расходы. В общем, в год мы осуществляем новые поступления для всех библиотек в пределах 5-6 тысяч. В новом месте у нас работается нам хорошо, помещение очень большое, светлое. И новое оборудование поступили. Мы работаем на 3 компьютерах, осуществляем сводный корпоративный каталог Национальной библиотеки. И осуществляем там книжной части документов, изоматериалов, нотных изданий и аудио и видеоматериалов. Сегодня межпоселенческая централизованная библиотечная система носит имя народного поэта Якутии Ивана Гоголева-Кындыл и объединяет районную детскую библиотеку. Второй корпус Вилюйской районной библиотеки молодежи был построен по инициативе администрации Вилюйского улуса и при поддержке народных депутатов в целях создания креативных условий для читающей молодежи. Новое пространство в современном дизайне и оснащенности стало интеллектуально-творческим центром вилюйской молодежи. Как место притяжения креативной молодежи города, которой предоставлена возможность реализовывать на базе библиотеки свои самые интересные познавательные проекты, воплощать смелые идеи в жизнь, творить и узнавать новое. Теперь ребята могут пользоваться современной и высокотехнологичной техникой, общаться в комфортных условиях.